Политический вес президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова сегодня стабильно держится на уровне первой десятки российских политиков. Если еще 4-5 лет назад Рамзане Кадырове знали только как о сыне Ахмадхаджи Кадырова, то сегодня это определение его личности далеко не на первом плане. На этот час Рамзан Ахматович уже сформировавшийся политик и народный лидер, со своими беспрецедентными методами управления и политической мудростью. Опыт противодействия терроризму, который был наработан командой Кадырова под непосредственным руководством Рамзана Кадырова, признан инновационным и взят на вооружение спецслужбами многих стран, в том числе и российскими. Наверное, не случайно встречи президента страны с Рамзаном Кадыровым стали носить частый характер. В его лице Дмитрий Медведев имеет верного единомышленника, опытного строителя мирной жизни и командира, наверное, самых боеспособных частей мира. Тем более, что в последнее время поводов для таких встреч становится все больше. Это, конечно, следствие той работы, которую вел и ведет президент соседней для вас республики, близкой братской республики, по наведению порядка, по уничтожению бандитов. Вот, я надеюсь, что эта работа будет, как и велась вами, и им вестись в прежнем, а даже сейчас в усиленном режиме, потому что не так давно вы проводили целый ряд операций, которые принесли результат. Я считаю, что эта работа должна быть продолжена для того, чтобы те, кто такого рода действия совершает, понимали, что ответ будет прямой и жестокий. Действительно, уважаемый Дольш, мы проводили совместное мероприятие прихода руководства Ингушетии Юнусбека Евкурова. Значительно улучшилась ситуация в регионе. И как никогда у нас было взаимодействие совместно с ингушской милицией, чеченской милицией. Мы разрабатывали вместе мероприятия и проводили специальные мероприятия. И были результаты у нас конкретные. Но, конечно, это бандитам, недругам России мешало. И сегодняшний теракт чудовищный. Это еще раз доказательство, что мы на правильном пути. И обязательно в ближайшее время доведем до логического конца, который начали мы с первых дней, в 99-м, еще раньше мероприятия против террористов, экстремистов. И у нас есть хорошая оперативная информация. Будем еще усиливать мероприятия и со стороны федеральных структур МВД, ФСБ у нас есть поддержка, понимание есть. А люди, ребята, которые служат в милиции, они знают, что экстремизм, который находится сегодня на территории Ингушетии, Чеченской Республики, это религиозный экстремизм, это против религии ислам, это против народа чеченского, ингушского и всего человечества. И я уверен, что в ближайшем будущем у нас будет покончено раз и навсегда с этим. Я хотел бы, чтобы вы эту работу продолжили, именно потому, что она приносила свои результаты, и это действительно большая, серьезная работа. Порядок мы наведем обязательно. А результаты созидания и мирного строительства, продемонстрированные им в тяжелейших поствоенных условиях в республике, подвергнутой тотальному разрушению, превзошел ожидания самых радужных оптимистов и заткнул ярых критиков. Так кто же ты, Рамзан Кадыров? Феномен или все-таки простой человек? Чеченец, мусульманин? И на сегодняшний день стабильность Чеченской Республики, подъем экономики республики, становление экономики республики не нравится определенным людям. И они заказывают от экспертов там разные материалы, они придумывают и высказывают. Я не хочу даже на них внимание обращать. Мы предложили Верховный главнокомандующий, президент страны, правительство, они приняли решение и отменили контррастительные операции. А кто что там говорит, что-то там ведут там пропаганду там, или там деятельность, они, что я их равно там бандитам, террористам, преступникам, коррупционерам. У нас в республике идет процветание, стабильность, республика идет по пути восстановления, и у нас абсолютно никаких проблем нету. Я чуть позже отменили, мы еще говорили и в прошлом году, и в позапрошлом году, надо отменить контррастительные операции, надо дать республике статус нормального региона, и чтобы у нас были все условия для нормальной жизни. И у нас сегодня это есть. Руководство Российской Федерации понимает нас и всячески помогает нам содействовать. Единственный регион, который может
уверенно выходит из положения кризиса, это Чеченская республика. Последним экзаменом на зрелость для молодого чеченского президента стали события в соседней Ингушетии. Да по большому счету не столько там, сколько у нас в республике. Но корни вели в леса и горы Ингушетии. После взрыва террориста-смертника на проспекте Исаева в Грозном Рамзан Кадыров заявил, что отныне ваххабитам не придется рассчитывать на снисходительность властей, и их будут уничтожать по всему Северному Кавказу. После исторической встречи Рамзана Кадырова и президента Ингушетии Юнусбека Евкура было принято соглашение о совместных скоординированных действиях против ваххабитов. Ваххабиты сильный, но вместе с тем коварный и подлый враг. В начале недели они нанесли ответный удар. Было совершено покушение на президента Ингушетии. Он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Заказчики этого преступления, цен жестокие наказания. Да, мы еле ночью первый президент видно, что он душа его, бешвал мосудит, электрица, все бешвал, следула его, хидуштан президент убосит, душа бешвал боевой, но хидустан. Интит электрица, вяшфик, шахадина, электрица, фин кое дабахар, будас хидустан. Да, молодана, вы ночи галай, вы жилкштуш, вы адочтуш, вы уллокштуш, хадех, амнаш дувидан, вы амнаш, вы жилкш, вы уллокш, битсидештан, битсидеш, яс, вы, отсюда, там не хлопц, китакиштан, там, ده مو على شك مو قبول على طابع قبول استعوى ده مو على دونه تعبت باش إذا يوز بني تعبت عن عش وفسخت نشينا دونه سلسلة هذي صيد إنها ولو بقت نشينا دونه ويسنا ويعيش ولا وقدر كايرو تودي نايرو بريتس نايرو دونه وتعالى اللي سنا بسيطه ده يزبط عن تعبت باش أين هذا ده عم يشلو دونه ده اللي هو ما شو دوله ده إيمان صبر ولا شنا دونه. И здесь Рамзан Ахматович проявил себя как истинный мусульманин. За здоровье и исцеление Юнусбека Евкурова в селах и городах Ингушетии Рамзан Ахматович раздал сагу – деньги и продукты для малоимущих и нуждающихся семей. И не случайно президент Российской Федерации Дмитрий Медведев возложил руководство на проведение спецоперации против бандитского подполья именно на Рамзана Кадырова. Сейчас Рамзан Кадыров находится на пике физических сил и в расцвете политической карьеры. Да, он простой чеченец, но его феномен в неистребимой вере в правоту собственного дела, патриотизме и чистоте помыслов. Многие события развиваются непредсказуемо, и подчас у каждого видение свое. А что же дальше? Вот каким вопросом задаются многие. Кадыров ориентируется в обстановке. Прекрасно ориентируется. И главное, у него есть умение передавать эту уверенность другим. Där Moladona, وغبيزدان إنجوشيتي تشينسكي ريسبوبليكا داغستان كوكا روسيا دنيا كاملة دعوة تمش بيبو ده وايد تمش بدون وين دانا إزر نشكك أنت إزر نشكك ريسيات كم تريستي ده كده där Moladona وين خنديز خندان där Moladona إسكول في تودان ميلادون. Буквально на событиях последних дней мы попытались дать ему характеристику как политику, чеченцу и мусульманину. Зная о его истинных намерениях, хочется верить, что впереди его ждут долгие годы, которые он без сомнения посвятит служению своему народу. Я не нарушаю законы и не нарушаю Конституцию Российской Федерации, Конституцию Чеченской Республики. Я действую по закону Российской Федерации, и я знаю, что я слуга народа. Я верующий человек, и человек верующий, он никогда не будет допускать умышленные ошибки, да, ошибки у всех есть. И я знаю, если не на этом, если на том свете, обязательно будет спрашивать.